К другим темам. В Нурлатском районе прошел праздник литературы и искусства по случаю 130-летия со дня рождения основателя татарского театра, артиста, режиссера, драматурга, нашего земляка Габдуллы Кариева. Он прошел на его родной земле в деревне Кульбаево-Мараса. Мероприятие, инициатором которого в свое время выступил директор Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала Шамиль Зиннуров, стало доброй традицией. В этом году он прошел в 4-й раз. Раис Мукаддисов, хоть и не родился в Кульбаево-Марасе, считает себя земляком Габдуллы Кариева. В памяти известного журналиста хранятся много воспоминаний о выдающейся личности Минлипай Хайруллине. Габдулла Кариев портрет висел в старом мечети. Старый мечеть в то время был клубом, служил. Там висел с правой стороны его портрет, и всегда любовались его красотой и знали о нем. Но любопытно, и в школе, и в деревне о нем мало говорили почему-то. Праздничное торжество началось с музея имени Габдуллы Кариева. Сначала общественные деятели, руководители театров, знаменитые артисты республики возложили венки к бюсту Габдуллы Кариева. Годы жизни в родной деревне, личные вещи, знакомство с выдающейся личностью продолжилось в музее, носящем его имя. Театр Габдуллы Кариева уже 25-летний театр, но его назвали именно, дали имя Габдуллы Кариева лет 5-6 только назад. Но это дали поздно, потому что Габдулла Кариева, такой вот молодежь, никто ничего не знает, кем он был, как был. А мы хотим своими силами, чтобы знали это Габдулла Кариева, потому что это основатель татарского театра. Он вместе учился Габдулла Тукаем. И поэтому татарский язык, это же оттуда начинается. Он настоящим был артистом. Взоры пришедших в Дом культуры направлены на портреты Габдуллы Кариева. Любовь к земляку нурлатские художники постарались отразить в своих картинах. Нам объявили конкурс, так как юбилей Габдулла Кариева, Тукая в этом году. И вот мы подумали с Расихом, давай думаем, 2 портрета сделаем, сразу оба вместе посадим. Они же жили в одно время и работали, и жили в Казани. И вот мы этот образ как-то вместе хотели показать. Праздник литературы и искусства открыли артисты Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева. Они показали отрывок из спектакля «Артист», а зрители же смогли мысленно побывать в годы творения выдающейся личности. Воплотивший образ Габдуллы Кариева на сцене Ильнар Низамиев не скрывает, что роль серьезная. Когда мне дали эту роль, я сразу начал думать, как бы показать, чтобы зритель понял, чтобы все, и показать образ, что в этом образе жить и ответственно относиться к этому роли. На вечере гости, известные личности республики, дали высокую оценку творчеству Габдуллы Кариева, его неоценимому таланту. Каждый театр представлял отрывки из спектаклей. Артисты театра имени Галиаскара Камала знакомили присутствующих с биографией и творчеством артиста, а именитые поэты посвящали ему свои стихи. Каждое выступление завершали громкие овации. В деревне Кульбаево-Мараса живут продолжатели рода Кариевых. Воспоминания, услышанные из уст пожилых, они пересказывают с чувством гордости. Я продолжатель рода Габдуллы Кариева в 5-м поколении. Мы очень гордимся тем, что он представитель нашего рода. Знаем о нем лишь понаслышке, по рассказам бабушек и мам. Мама моей матери, бабушка Гамбар, рассказывала так. Когда мы были девочки-подростки, родственник Габдулла приезжал, но нам не разрешалось смотреть на него. Мы наблюдали за ним из-под тишка. Он был величественного телосложения, красивый, очень внимательный. Вот такие воспоминания. Зрители остались довольны праздничным мероприятием. Для любителей творчества Габдуллы Кариевой и жителей деревни Кульбаево-Мараса он стал незабываемым праздником.